Население до сих пор не отказалось от лозунгов 30-летней давности. На расширенном заседании политического совета в партии Нур-Отан Елбасы председатель партии Нурсултан Назарбаев высказался по поводу общественных притязаний к государству. Знаете, в советское время выйти к людям, выступать руководителям было оскорбительно и не положено. В первые годы нашей независимости иногда в фильмах показывают, мне пришлось каждый день сотни выступлений делать, тысячи поездок по стране, ничего нет потому что, работы нет, зарплат нет, в магазинах прилавки пустые и все говорили «дай». Откуда дать, если у государства нет, сказал он. При этом Назарбаев указал, что население до сих пор не отказалось от лозунгов 30-летней давности и сейчас поднимает лозунги 30-летней давности. «Мне дай, у меня много детей, у меня мало заработной платы, дай». Так о чем ты думал? Это же твои проблемы, ты же с государством не советовался когда-то. Государство решает свои задачи и дает. «Нет, давай еще», – отметил Елбасы. В то же время он напомнил об опыте Казахстана, который вернул из-за рубежа оралманов. «Мы вернули 1 миллион оралманов, создали им рабочие места. Ни одна страна так не делала. Нужно работать. Если не будешь работать, то ничего не будет», – считает председатель партии. Ниже некуда Назарбаев высказался о налогах. Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании Политсовета Нур-Отан отметил важность налогового стимулирования малого и среднего бизнеса. Сейчас кажется, что наоборот, надо налоги повышать, и без того мы имеем самые низкие налоги. Корпоративный подоходный налог 20%, подоходный 10%. Такого во многих странах нет. Редко кто имеет такие налоги, ниже некуда, как говорится. Нам надо оживлять экономику, нам налоги нужны или нам нужен рост экономики, где мы больше получим в бюджет. А для этого еще раз нужно посмотреть, как нам дать послабление малому среднему бизнесу, чтобы у них оставались деньги для развития, сказал Назарбаев. Между тем он указал на то, что это требует изучения, подсчета, чтобы не уменьшить бюджет. Указал Елбасы и на необходимость пересмотреть бюджетную политику, так как вопрос госзакупа является одной из самых непрозрачных и коррумпированных сфер, где порядка 65% госзакупок на сумму почти 2 триллиона тенге осуществляется из одного источника.